Суд города Душанбе оставил без изменения приговора Чоршанбе Чоршанбиеву. На территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение. Генпрокуратура Таджикистана заявила, что жительница Файзабада, на теле которой обнаружено 26 ножевых ранений, самоубийство. Суд города Душанбе оставил без изменения приговор блогеру, известному бойцу ММА Чоршанбе Чоршанбиеву. По словам адвокатов осужденного, суд оставил приговор первой инстанции без изменений и отклонил кассационную жалобу. Обоснования, по которым суд счел оставить приговор суда без изменений, неизвестны. Адвокаты Чоршанбе Чоршанбиева сообщили 3 июля, что еще не решили, будут ли обжаловать решение суда города Душанбе или нет. На следующей неделе мы встретимся со своим подзащитным в СИЗО и определим его позицию. Потом решим, обращаться ли в кассационный суд или нет, сказали они. 13 мая суд столичного района Исмаила Сумони приговорил Чоршанбиева к 8,5 годам лишения свободы по обвинению в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя через интернет. Чоршанбиев и его адвокаты назвали тогда приговор суда необоснованными и незаконными. Официальные структуры не комментируют подробности дела и приговор Чоршанбиева. Ранее в суде района Исмаила Сумони отказывались от комментариев, ссылаясь на то, что приговор еще не вступил в законную силу. Приговор вступает в законную силу после решения суда кассационной инстанции. На территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 3 июля этого года по 2 августа. Там также отключен интернет. Соответствующий указ подписал президент Узбекистана. Пресс-служба Шавката Мирзиёевой сообщает, что сделано это в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка. Вчера Мирзиёев, выступая в парламенте Каракалпакстана, рассказал, что в результате беспорядков в Нукусе есть жертвы среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов. Власти Узбекистана не приводят информацию о количестве погибших и раненых, а также о числе задержанных. Первый официальный комментарий властей о наличии жертв прозвучал из уст главы государства на фоне непрекращающихся разрозненных сообщений, поступающих из разных источников о том, что участники протестов получили серьезные, а в некоторых случаях, вероятно, смертельные ранения. В соответствии с указом президента на территории Республики Каракалпакстан введен комендантский час с 21 часов вечера до 7 утра и ограничен въезд и выезд в суверенную республику. У граждан проверяются документы, удостоверяющие личность, проводится личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств. Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что предварительное расследование по факту смерти 25-летней жительницы Файзабада Манарай Абдуфатох, на теле которой обнаружено 26 ножевых ранений, показало, что она покончила жизнь самоубийством. В сообщении отмечается, что 22 июня мать троих детей, будучи на съемной квартире в Файзабаде, ударила себя кухонным ножом по шее и животу из-за жестокого обращения родственников, вследствие чего образовалось сильное кровотечение. Абдуфатох Мисоков, отец Маноры, настаивает на том, что его дочь не могла нанести себе 26 ножевых ранений. Генпрокуратура же сообщает, что многочисленными следственными действиями и различными судебно-медицинскими экспертизами установлено, что причиной смерти Абдуалим Зода стало кровотечение из 3 глубоких ран на шее и животе. По данным прокуратуры, другие раны и царапины на теле Абдуалим Зода поверхностные и не могут быть причиной смерти и тоже нанесены самой себе.